Республика Ингушетия активно наращивает туристический потенциал, и Джейрахский район, жемчужина региона, находится в авангарде этих преобразований. По обращению экскурсоводов, озвученному в ходе телепрограммы «Прямая линия главы республики», были даны поручения по развитию туризма и привлечению инвестиций в строительство современной инфраструктуры. Главой Республики Ингушетия обращение Чумакова Абдуллаха было направлено на исполнение в Комитет по туризму Республики Ингушетия администрации муниципального Джейрахского района. Данное поручение главы уполномоченными лицами было принято к исполнению. В настоящее время уже функционирует часть объектов. Вместе с тем работы по реализации туристической инфраструктуры продолжаются и далее. Ключевым направлением развития стала территория Цейламского перевала. Именно здесь, благодаря инвестициям мецената Алаудина Парчеева и поддержке руководства республики, открылся целый комплекс объектов, призванный сделать отдых туристов максимально комфортным и запоминающимся. Обратившийся на прямую линию житель Ингушетии проделанной работой доволен. Касаемо точек питания, после моего обращения здесь, на Цейламском перевале, где мы находимся, была открыта еще одна точка питания. Это Казан-Мангал, то есть мангальная зона. Появились дополнительные посадочные места для туристов. Также в этом году, мы знаем, началось расширение работы по развитию нашего курорта Арамхи, где планируется строительство дополнительных гостиничных комплексов. Кафе «Цейлам» – гастрономическое сердце перевала, 54 посадочных места. Изящно выполненное из дерева и стекла с просторной террасой, кафе стало излюбленным местом для гостей. Многофункциональная зона барбекю для любителей активного отдыха и приятного времяпрепровождения на природе. Оборудована крытая зона барбекю на 46 мест, дополненная террасой, способная вместить до 50 человек. Этнические павильоны и зоны отдыха для создания атмосферы погружения в культуру Ингушетии. На перевале открыты павильоны «Чайный домик» и «Подарки», где можно приобрести сувениры и насладиться ароматным чаем. Также возведена молельная комната в этническом стиле, отвечающая потребностям верующих. Также открыты смотровые площадки и благоустроены тропы. Продумана логистика, имеется вместительная парковка для автомобилей, что облегчает доступ к объектам туристической инфраструктуры. Туристическая, я думаю, что это одна из лучших зон по России. Мы восхищены вашей природой, вашей харизмой, доброжелательностью ваших людей. Красота неописуемая. Такое только Творец мог создать. Одним из самых амбициозных проектов, реализуемых в Джейрахском районе, является строительство 4-этажной пятизвездочной гостиницы на 57 номеров. Этот объект стоимостью 1 миллиард 700 миллионов рублей обещает стать настоящей визитной карточкой региона. Впервые я в Ингушетии. Мне здесь очень нравится. Я в восторге от этого замечательного, красивого места. В восторге, конечно, и отеля, и как здесь принимают, и как здесь кормят. Замечательный экскурсовод, который с такой душевной радостью рассказывает нам о своей родине, о всех достопримечательностях. Я просто в восторге. Открытие новых объектов и строительство современной гостиницы на Цейламском перевале – это значительный шаг к превращению Джейрахского района в одно из ведущих туристических направлений на Северном Кавказе. Республика Ингушетия демонстрирует пример того, как грамотное использование природного потенциала и стратегическое планирование могут привести к впечатляющим результатам в сфере туризма. Мадина Цоро, Абдулла Тенгиев, Магаз 24.